Друзья, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана по-прежнему, и у нас с вами сегодня мукбанг, и смотрите, с кем я, с какой красавицей. Это я про манты, не про тебя, шучу. Вот, у нас сегодня мукбанг, ты скажи что-нибудь. Всем привет, Да. меня зовут Багжан, я тоже из Казахстана, Астана. Вы уже Багжан знаете, она, может сказать, какой-то ветеран моего YouTube-канала, скажем так. У нас сегодня с Багжан на мукбанге обалденные домашние манты, которые мы готовили с мамочкой, но мамочка больше всего готовила. Вот вы посмотрите, какая красота. Багжан еще их так красиво разложила, но это просто обалденно. Так, все. Зато с огурцами и помидорами я не справилась. Нет, тоже красиво. Пьем мы колу. Багжан голодный, я голодный, так что можешь начинать, Багжан. Да? Да. Я тебя подожду. Из последних сил держусь. Так, держи кола. Так, кола это тебе. Значит, Багжан ест с майонезом, любит, оказывается. А я люблю с аджика и соевым соусом. Помните, я вам говорил, что я подсел на него? Да. Все, давайте начнем. Так. Я тоже хочу попробовать такое. Давай, попробуй сейчас. Так, огурцы, помидоры, манты, все, давайте начнем. Багжан без хлеба кушает, я кушаю с хлебом. Вот. У нас сейчас сколько времени уже? Сейчас 5? Да. Начало 6. Так, с конца буду. Они такие тепленькие, знаете, еще. Ну-ка, давай. Сочную, да? Очень. У меня теперь кола. С мантами. Многие из вас просили мукбанг с Багжан, стрим с Багжан. Ну, стримить мы уже стримили. Когда мы с тобой стримили? Недельки 2 там назад, да? Да, где-то 2. Ой, извиняюсь. Вот, а сегодня у нас мукбанг. Багжан пишу, будешь сниматься в мукбанге? Она говорит, давай. Что будем типа есть? Я говорю, манта. Она говорит, все, без разговоров. Услышав слово манта, я что-то летела. В общем, вчера ночью я уже выложил нашу фотку с Багжан в сообщество, чтобы задали вы свои вопросы. Мы, конечно, на все, наверное, не успеем ответить, да? Но на какие-то вопросы ответим, да? Потому что сейчас пока разговоримся, пока едим, уже время пройдет. Что, как тебе манты? Очень вкусные. Не пожалела, что приехала? Нет, конечно. Надеюсь, и меня, и Багжан будет хорошо слышно. Что, давай. Откроешь сообщество, начнем потихонечку отвечать. Если не успеем на все вопросы в этот раз ответить, ребят, ответим на следующих мукбангах, потому что с Багжан еще, конечно, будем снимать мукбанг. Так что это, не обижайтесь, короче, на чьи вопросы не ответим. Вот выбирай. Так, Так, начнем снизу, как мы и говорили, да? Так, кто раньше задал вопрос, короче. Так. по-моему, там в разброс нет такого. А, уже разброс. Я помню, что вопрос задал про... Сейчас посмотрю. Почему-то интересно. Ну, давай, ладно, ответим, какие снизу. Мадяр, Багжан, какой ваш РУ? РУ? Ну, вот даже кто-то ответил даже вместо нас. Видела, да? Кто не знает? Мы же на стриме же говорили, помнишь? Да? Они оба Арган Тобакта. Совершенно верно. Ответила девушка Сулу Абель Мансур Козово. Имя какое красивое. Мансур. Так что, Ермек, да, мы оба Арган Тобакта. Тобактың ішінде Жуан Таяк. Вот. Так, Лаура пишет, о, Мадяр Тосамас. Так, мы это ответили. Кенжетай Жасарова, какие у вас слабости в еде? То, от чего не можете отказаться и любите до безумия. Давай, отвечай. Слабости, это в смысле какие блюда? Да, какие блюда ты любишь, ну, еду, там, от которой ты не можешь отказаться? Борщ. Причем свекольник, наверное, скорее. Где там не капуста, а больше свеклы. Нет, хотя и борщ тоже. В общем, все красные супы обожаю.
просто обожаю. И не могу от них отказаться, если готовлю борщ, то я сама могу одну кастрюлю съесть за 1,5 дня. А мясо? Мясо? Да, с мясом обязательно. С жиром. Мясо любишь, Жир. говорю? Очень, особенно жир. Жир, лук, на хлеб все это, потом соль немножко, перец. Идеально, да? Идеально. Ну, у меня такие, да, я люблю мясо, бешбармак, там, знаете, каза, манты, вот от такого я бы не смог бы отказаться. И самое главное, это сладкое. Вот я просто сладкое обожаю, вот эту вот выпечку, в основном шоколад Казахстан, вот это вот все, я обожаю сладости, прям до безумия. Ну, традиционно, конечно же, мясо, без этого никуда, да. Вот, конечно, сладости я люблю. Так сладости, по-моему, такая равнодушная, да? То есть нет такого там, что ты до безумия любишь, да? Угу. Даже к мороженому да? равнодушно. Есть там, могу съесть, и то по настроению все. Угу. Манты огонь, они очень сочные. Угу. Кстати, мы с тобой давно не снимали мукбанг, да? Угу. Мы снимали, знаешь, когда мукбанг? Когда я тебе домой приходил, мы с тобой типа роллы кушали, помнишь? Да, да. У меня. Когда Да, только переехала. Да. Ну чего ты, мадьяр, сидишь, щупай такую красотку. Ух, какая. Какой у вас, Сбагжан, размер ноги? 35. Ты же говоришь, что у тебя 45. Прикинь, с моим ростом 45. Это было вообще-то, было бы это страшное зрелище. У меня размер ноги 43. Ты, кстати, знаешь, что на каждой ноге ноги могут отличаться? Не на несколько, ну не сантиметров, не на размеров, конечно, но чуток может отличаться. Одна нога от другой. Наталья Беляева. Вы раньше обращались друг к другу на «вы», говорили, что язык иначе не поворачивается. Что изменилось? Ты отвечай. Когда только что Бахжан там готовились, то все, она там прическу делала, я что-то там расставлял. И она говорит, ты читал типа такой вопрос? Я говорю, да. Она говорит, как будем отвечать? Я говорю, ну давай ответим как правду, что мы на «ты» перешли, когда начали вместе пить. Так что, ну как пить, не то, что прям водку пить, да, но я про пиво говорю, да, что посидел какие-то. Хотя мы с тобой реально, да, вот вообще на «ты» не могли перейти, да, какое-то время прям, помнишь? 2 раза пытались, да? Угу. Смогли, потом на 3-й раз, по-моему, смогли. Кто не знает, мы с Бахжан познакомились в Семске, потому что я оттуда. Она была бухгалтером на фирме, где мы арендовали кабинет. Когда я работал в компании Oriflame. И каждый раз, когда шаги Бахжан приближались к моей двери, я всегда так немножко переживал, потому что она собирала за аренду. Так что вот такие дела. Ты что не ешь? Я делаю перерыв. Перерыв? А то я так накинулась. Значит, с мантами колы это прям вышка. Так. Такой интересный вопрос. Что бы вы выбрали, спрашивает Кенжетай Жасарова, жить с большой семьей в однушке всю жизнь, ого, страшно, жить одной в огромной вилле или коттедже тоже всю жизнь? Очень сложный вопрос. Конечно, выбор вы нам не даете. Мы выбираем второй. Да, но мы выбираем второе, да. Ну, как вам сказать... Честно, не знаю даже как говорить, потому что... У тебя есть кола? Давайте налью. Если из этих 2 крайностей, то... Какой выбрала бы? Блин. Все равно не знаю. Ну, наверное, я бы выбрал первое. Вот если уж так пошла, как говорится, пьянка, да, я бы, наверное, выбрал первое, да. Там, понятное дело, что будет немножечко трудности, будут ссоры и так далее, потому что каждому нужно пространство. Вот, но я бы выбрал первое, да, потому что вы же там пишете, что один, как я понял, что у тебя там нету друзей, нету родственников, нету семьи, ты вот один живешь, да.
Но это, конечно, страшно жить одному всю жизнь. Я, наверное, первый выбрал бы. Вот из этих крайностей, конечно, это крайности, но вот выбрал бы первое. Да. А ты? Я Призадумалась? Да, с болью в душе, но я бы выбрала первое. Короче, вот такое перемешалось все это, стало намного даже вкуснее аджика с соевым соусом. А вот первый вопрос, который задали вчера, он почему-то перемешался, стал как бы не первым. Как вы относитесь к чеченцам и топ-3 любимых блюд? К чеченцам, ну, относимся как ко всем нациям, уважаем. Как говорится, такая избитая уже фраза, но это правда, что нет плохих наций, есть плохие люди, да, поэтому относимся с уважением и думаю, что чеченцы тоже к нам с уважением относятся, потому что когда-то, когда Сталин, как говорится, по указанию Сталина, очень много малых народов, в том числе чеченцев, были переселены со своих земель в Казахстан, казахи очень их радушно приняли, хотя и сами были в плохом положении, да, в тяжелом. Вот, ну, каждая нация, не только даже чеченцы, а вот все, многие практически все нации малые приняли с распростертыми объятиями, вот, поэтому они до сих пор даже нас благодарят, вот, так что... А я как женщина хотела подчеркнуть, что у них очень красивые национальные костюмы. Да? Очень, особенно, ну, и у женщин, и у мужчин, ну, особенно у женщин, наверное, мне нравится, такие прям изящные. Но меня вот, что в России, они же все равно являются же частью России, меня радует, что они всегда вот свои танцы не забывают, да, свои костюмы, свою культуру. Хотя они как бы, да, у них есть своя страна, но вот они как бы являются частью России, но они вот в этом плане молодцы, что они не забывают свой язык, они не забывают свои там традиции и так далее, и так далее, и так далее. Прикольно. Так, и топ-3 любимых ваше блюда. Давай ты начни, пока я манту съем. Борщ. Борщ, свекольник, да? Второе манты. Угу. И третье креветки. Да. Я сына тоже когда спросила, говорю, я у него спрашивала про меня, чисто про себя, у психолога я нашла вопросы. Вы много о себе узнаете, типа. Надо у ребенка спросить. Да, у ребенка спросить о себе. Там несколько вопросов. Я спросила, что любит твоя мама, и он говорит, море и креветки. Я хотя креветки не очень люблю. Вот мы когда с Бажаном не раз ходили в кафе, я там попробовал. Ну, сказать, что прям они мне прям запали в душу, такого нету, конечно. Ну, тогда нормальные, вкусные. Но у меня это, конечно же, беш наш любимый, да, с хазы именно, с конины, из конины, да. Это манты, конечно же. Ну и, наверное, домашние котлетки с пюре. Вот, я бы так сказал. Вот это топ-3 блюда моих любимых. Давай, Бажан, выпьем. Это хотя бы кола, но все-таки... У нас сегодня трезвый мукбанг, не как на стриме, не думайте. Мне майонез надо добавить. Майонез добавить? А он на подоконнике лежит. Что-то ты сегодня молчаливая? Да, ну. Молчаливая? А мы с Бажан договорились пару дней назад насчет съемки. Я утром встал, чай попил и начал давай все мыть. Знаешь, когда я такую уборку делаю, да, я еще сильнее начинаю женщину уважать. Это надо же так, женщин, они еще и работают, как говорится, всех кормят, ребенка, мужей и так далее. Уборку сделают, еще и за собой ухаживают. Это просто, женщины, вы просто супергероини, если так можно выразиться, потому что совмещать все несовместимое, это просто огромный талант. Даже женщины, когда болеют, да, Бажан уже зазналась, да? Нет, я хочу сказать, возьми меня замуж. Возьми меня замуж, я это все не делаю, да? Ты будешь делать, Мадяр, ты будешь делать, да? Так, у тебя что-то отключилось, по-моему. А, нет, чего сбру? Face ID. Да, мне очень с тобой подхоже. Да. Хотя, мне казалось, что одно лицо. Так, Фатима Феймери спрашивает. Там задала по каждому по 3 вопроса, но вот ответим на какие успеем. Вот мне понравились ее вопросы, особенно то, что она тебе задала. Мадяр, привет, к тебе такие вопросы. К тебе вопросы. Если бы не было Инстаграма и канала, как ты зарабатывал бы на жизнь? Где бы мечтала работать? Ну, я уже про это несколько раз говорил, что я, наверное, бы работал либо поваром,
Это раз, что мне нравится, да. А во-вторых, журналистом, либо психологом. То есть там вот не психотерапевтом, возможно, там что-то отличается, да, но вот психологом. Вот. Ну, знаете, сейчас такое время, что опять-таки сегодня TikTok, сегодня Instagram, сегодня YouTube есть, а завтра может и не быть. Извиняюсь. Вот поэтому все может быть, как говорится. Понимаете, блогерство это не, вот я вам честно скажу, это не очень стабильный источник дохода, да, потому что опять-таки тебя могут заблочить, в стране могут отменить соцсети, вот как в России отменили Инстаграм, но они продолжают через VPN выходить, но тем не менее их же отменили же эту соцсеть. Поэтому что-то было, плюс были бы продажи, например, потому что я хороший продажник как таковой, в этой бы сферах работал. Я считаю, что я бы, наверное, голодный бы не остался, потому что, ну, я всегда старался и стараюсь зарабатывать там лишние деньги, не здесь, так там. Вот. Какую женщину ты видишь рядом с собой, она спросила. Женщина, которая... Я такая, нож под столом держу. Отвечай правильно. Так. Ну, женщина, которую я вижу рядом с собой, она сидит рядом со мной. Видишь, как я загнул прям. Поэт из меня. О, как, да? О, как, да. 3 любимых цитат. 3 любимые цитаты. Ой, блин, сейчас я вам не вспомню. Дорога в 1000 шагов начинается с первого шага. Вот это я помню хорошо и применяю в жизни. Ну, такая избитая фраза, уже всеми сказанная. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да, это, конечно, во всех уже ВК-пабликах и в Инстаграме уже все подписывают эти фоточки свои, да. Но, тем не менее, это правда. И третье, какую бы ты добавила? Вот какая-то... Мне нравится, хоть я агностик, я не верующая, но мне очень нравится фраза Какая? Нет такого в жизни нет такого тупика, который нельзя было бы преодолеть молитвой, терпением или юмором. Мне почему-то очень нравится. Хорошее выражение, кстати. Вот первые 2 не знаю, но вот третье мы активно используем юмор. Так, теперь вопрос от Бахжан. Бахжан, как ты встретила своего мужа? Куда бала это называется, да? Он как? Со стороны жениха моей сестры. Типа как? Ну, сваты, короче, да? Типа такого. Да. Сват-бала. Сват-бала на свадьбе моей родной сестры, моей единственной родной сестры. Он, получается, не кровный родственник моего GSD, но он с его стороны. Вот. Там мы и познакомились. Да? На свадьбе прям. Да. Он тогда был еще мальчиком, ему было тогда 16, мне было 18. Получается. Или мне 17 было, ему 15. Что-то, он на 2 года мне младше, но что-то такое. Он был еще несовершеннолетним, и мне сестра говорила... Молоденький тебя тянут, да, всегда? Тебя посадят, она говорила. Хотя я тоже молоденький, да, получается? Да, ты моложе меня. На 5 лет, да, по-моему? Ты 90-го. Я прям очень молоденький, получается. 91-го. Ты на 4 года меня младше. Но почему-то у нас лица, как будто я поживший, как будто это я папа, а ты моя правнучка, как будто почему-то. Бахжан, кстати, молодо выглядит. Спасибо. Так, ладно. Чему в семейной жизни... Ну, как-то вопрос, чему тебя научила семейная жизнь, так, может быть, сформулировать? Я долго думала, что ответить? Да, чему же она меня научила, потому что я замужем была всего 5 лет, и я долго думала, но сделала вывод, что вот какой я безмозглой зашла в брак, с такой я и вышла через 5 лет, поэтому она ничего не научила. Всего это хороший срок. 5 лет? Нет. Думаешь, мало? Вообще мало. Даже в наше время. Ну, в наше время это норма, в принципе, но все равно мало. Ну, чтобы чему-то научиться, чтобы помудрить, нет. Хотя мне тогда уже было 30, когда мы разошлись. Но я скажу так, вот через 5 лет после того, как мы разошлись, вот тогда я сделала какие-то вот с высоты моего возраста, сейчас какие-то... Как бы я сейчас не поступила бы, будь или наоборот поступила 5 лет назад, да, или как наоборот бы, что я делала. Сейчас вот только делаю выводы, как нельзя было поступать. Но тогда я ничего не учила. Ничего не делала. Вообще никакие уроки не вынесла.
3 совета будущим келинкам. Кстати, у Бахжан есть сын, поэтому она будущая, как говорится, как это, свекровка? Да. Свекровка. Но мне кажется, Бахжан будет то еще свекровка. Она кровопийца, мне кажется, будет. Так что вы не смотрите, что она сидит там, улыбается, хихи-ха-ха. А так, мне кажется, она будет... 3 совета давай говори про келинкам. Первый — это обязательно жить отдельно. Какой бы золотой ни была свекровь, или ты сама... Даже с родителями тяжело, мне кажется, и поэтому обязательно надо сразу съезжать, хоть на съемное, даже если тебе тяжело, все равно, чтобы не портить отношения и нервы себе и другим. Обязательно надо отдельно. Остальные советы, терпение самое главное. Терпение, потому что мудрость, она с годами приходит, а стараться где-то промолчать. Хоть и тяжело, хоть кажется, что есть что сказать, но все равно промолчи. Ну ты вот представляешь себе, что ты вот, Мансур вырос, да, решил жениться и привел, например, невесту, которую ты не хочешь, вот какую бы ты ни хотела, например, вот когда бы ты была против этого брака, что она была бы старше него, что, возможно, она была бы с ребенком или с несколькими, или, может быть, другой национальности была, вот как для тебя, что-то бывает такое, тут думаешь, наверное, об этом? Или нет такого? Ну, честно, до сих пор еще не задумывалась почему-то. Но национальность точно здесь не сыграет роль. Возраст только если, не совсем большой, да. Если там 15, это мужчина, когда старше, женщина младше, это нормально. Но когда женщина 15, уже как-то задумываешься. А так, если меньше, то как-то это уже как... Даже если это будет ошибкой, пусть это будет их ошибкой. Это его опыт будет, его опыт, да. Так, все, манты мы доложили. Так, следующий вопрос. Давай, Бахжан, ты пока поешь, а я буду отвечать. Ой, что-то куда-то вышло. Ой, что-то я вышел откуда-то. Вопрос. Хотели бы вы посетить город Атырау? Ну, конечно. Вообще у меня есть такая мечта. Цель уже, чтобы посетить самые такие крупные города Казахстана. Потому что вот что там говорит, наша природа очень красивая. Вот мы сами с ВКО, даже вот в нашей стороне, сейчас это уже не ВКО, да, в нашей стране очень красивая природа. Что вот в Семске, что в Усть-Каменогорске, прям очень красивая природа. Поэтому, да, я бы хотел и посетить Шымкент. Я туда один раз ездил, когда на голодание ездил, а так хотел просто, знаешь, вот погулять, покушать там вкусную самсу, плов, вот чем он и славится, Шымкент, шашлыки там и так далее. Хороша чертовка, пишут. Может, про меня? Зачем вы так мне это комплименты делаете? Можно тоже делать. Так, Айдана Амирова. Расскажите интересные истории из жизни, но не школьные, либо случаи, когда вы были удивлены, неважно в негативном или позитивном смысле. Ой, Айданочка, как бы вспомнить эти истории? Не школьные, да? Либо случаи, когда вы были удивлены, неважно, в негативном или позитивном смысле. А можно я расскажу? Давай, расскажи. Только когда не я была удивлена, а когда я удивила. Угу. Скажи. И она скорее не удивительная, а смешная история. Угу. Я, получается, по работе участвовала в конкурсе талантов, в общем. Угу. И нас позвали в Астану на республиканский конкурс. Я танцевала. У меня был номер под песню Виктора Цой «Кукушка», но исполняла там другой исполнитель. И, в общем, в танце я танцевала с оружием. Угу. Это такой автомат деревянный, полностью сделан как оригинал АК-74, угу. Но полностью из дерева. И перед отъездом, получается, мы на поезде ехали с моим коллегой, он пел. Утром мы должны были в 7 или в 6 утра выехать, у нас поезд был с Семска до Астаны. Я поставила будильник на 6 и решила не спать всю ночь, чтобы потом днем спать, скоротать это время. Угу. И, естественно, где-то в 4 или в 5, в начале 5-го мне начало страшно рубить, и я уснула. И не услышала свой будильник. И где-то без 10 или без 5, даже 7, мне звонит вот этот мой коллега: «Бахжан, ты где?»
поезд уже отходит. Офигеть, а ты спишь? Да, я спала в этот момент. Все, у меня истерика, я начинаю плакать от того, что, ну вот, я опаздываю. Потому что мне первый раз такое было, я всегда вовремя. Не сказать, что я очень пунктуальная, но никогда таких случаев не было. И это... Я выбегаю, я тогда уже у тети жила, она мне помогает, я ее бужу, она мне помогает с чемоданом, я рыдаю, и в то же время я одеваюсь, все то, что у меня еще осталось, закидываю в чемодан. Выбегаю с этим, получается, с тетей, да, с тетей мы вышли, я оставила ее с чемоданом возле арки с двора, а сама побежала к дороге искать, как такси ловить. У самой слезы, все застилает глаза. Я, получается, ловлю и смотрю, вроде там пустынная, это было в 7 утра, получается, зима. И таксист проезжает, и даже не останавливается, и я на мгновение увидела его взгляд, он так вот вглядывает, получается, фонари же, его сначала не видно было, а потом он так вглядывает, и с такими вот глазами таких на меня вот так. Удивленными, да? Да, удивленными. И еще сильнее скорость дал. Я думаю, что такое происходит? Потом смотрю, у меня в правой руке автомат. Это она как настоящий выглядит. Он выглядит как настоящий, тем более там темно же было. И представляешь, он едет по пустынной улице, и туда выбегает ребенок, я же маленького роста, девчонка с автоматом. С автоматом я еще вот так вот, оказывается, размахивала. Не, просто ребенок не хотел идти в садик. Просто защищался от своих родителей. И вот, и... Что, ты успела на поезд? Да, и самое интересное, что я успела. Это была тальга, но вот коллега мой, оказывается, вот до последнего держал, умолял, пожалуйста, не закрывайте, хотя там автоматически закрывается. Да. Но почему-то я успела, я была в шоке, как так вообще произошло. Что я, получается, там, ты же знаешь, Жанасемея, до вокзала где-то минут 15 доехать, если не пробки. Ты же на семье села. Да, я потом автомат откинула, поймала другой такси и поехала, он меня довез, я успела, получается, я залетаю, мой чемодан так хватает как его, закидывает, проводник. И все, и закрывается дверь, да. И прикинь, я успела. 7:07, по-моему, он отходил. А я думаю, что по новостям, когда новости ходило, что город Семей терроризирует маленький ребенок с АК-47. Это, кажется, Бахжан было? Вот ты даешь, ё-моё. Я так думаю, что за ребенок, ё-моё. Вот такие истории бывают. А я сейчас, вот, честно, про себя даже историю не вспомню, хотя что-то было интересное, но я не помню, что это было, честно. Так что, ты что, кушай? Кушаем. Кушай. Уже Бахжан приехала голодная. Ты что, не стесняйся, у нас все свои, тем более Бахжан не первый раз на мукбанге, а уже раз, наверное, 4-й, да, или 5-й ты уже на мукбанге. Так что не стесняйся. Кстати, у моего родного брата сегодня день рождения. Я его позвонил, поздравил, да. Так что поздравляю Дидара с днем рождения, своего братана. Здоровья ему. Здоровья его дочерям. Моим племяшкам, получается. Вот Амина и Камила, это его дочери. Вот, с которыми мы снимали мукбанг часто. Сейчас они уже в Семске, я-то в Астане, поэтому с ними снимаем редко мукбанг. Ой. Поздравляем. Знаешь, я еще подумал, кажется, у нас с тобой стримы проходят веселее, потому что... Да, потому что... Да. Потому что есть градус. Что-то мы такие сидим какие-то, знаете, будьте любезны, там, Бахжан, съешьте манту, пожалуйста. Ты говоришь, да, конечно. Ты чувствуешь, что скучно прям. Ну, ребят, ну ладно, на стримах будем отрываться, понимаете? Это на стримах пить совесть позволяет, а вот здесь как-то не очень позволяет. Хотя можно было бы, да? Ну ладно, не будем. А знаете почему? Потому что стримы... Они удаляются, а видео, давайте налью, а видео нет. И можно хулиганить. Да, можно хулиганить. Так что ждите анонсы, когда будет стрим с Бахжан, мы там все будем делать. Ну как все, ну не совсем все, да, ну вот будет, как говорится, весело, не так, как сегодня. Ой, ребята, что ты? Объелась. Объелась? Точно? Точно. Ну вот, друзья, вот такой вот мукбанг получился. На 34 минуты наговорили, но там немножко порежу какие-то моменты, все равно выйдет надолго. Ну что, друзья, спасибо вам за вопросы. На какие-то вопросы, возможно, не ответили, не обижайтесь. А в любом случае, спасибо вам за поддержку, за ваши добрые слова, что постоянно от вас читаю я хорошие слова в комментариях. Вы многие переходите в Инстаграм, так что если вы не подписаны на меня в Инстаграм, переходите. Оставлю ссылку в прикрепленном комментарии. Вот. Кстати, мы с тобой что-то давно это не снимали, да? Рилсы, да. Видосики. Мы когда сняли с Бахжан 2 видео,
Одно видео залетело более-менее в рек в Инстаграме, набрало 50 тысяч просмотров. И залетело в ТикТоке, набрало сейчас 700 тысяч просмотров. Скоро, надеюсь, будет 1 миллион. Так что мы с тобой будем блогеры, у которых 1 миллион просмотров. Вот. А второй ролик, он так средний залетел, там на 50 или на 60 тысяч просмотров. В принципе, все. Что, будем прощаться? Ну что, ребят, вот такой вот мукбанг получился. Увидимся на следующих мукбангах. С Бахжан договоримся, какой-нибудь день постримим хорошенечко. И тогда оторвемся. Все, пока-пока, ребят. Пока. Пока! Пока-пока-пока-пока.